Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Май Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Вы также можете подключаться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А мы наш эфир начинаем со следующего информационного сообщения. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу выступил с обращением к депутатам Верховной Рады Украины на украинском языке, вспомнив общих героев и осудив агрессию Росії. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Также президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. По его словам, Россия пытается использовать проект электростанций для расширения своего влияния. Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська АЕС. Будівельник електростанцій Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але й намагається використати проект електростанцій для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської АЕС та не купувати електроенергії, виробленої в Островці. Політичний аналітик Володимир Коваль зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Пане Володимире, насколько важно для нас сохранение Литвы как одного из адвокатов Украины на международной арене и как нашего партнера? Ну, по-перше, я хочу особисто подякувати пану президенту Литовської Республіки за звернення до народних депутатів, до звернення до народу України на українській мові. Це дійсно такий крок пошани, який ми цінуємо. Ну, а далі давайте перейдемо на російську, тому що глядачам вашого каналу вона буде більш зрозуміла. Ви знаєте, Литва Якщо вам дійсно є... українською, ви можете українською, ми дуже гарно розуміємо державну мову. Спасибо. Вы знаете, на самом деле Литва, вы абсолютно правильно сказали, является адвокатом, причем Украины, причем адвокатом с большой буквы А. Дело в том, что, как показало время, за все годы агрессии России против Украины, это действительно один из самых не просто стабильных, а и верных и последовательных союзников нашей страны. Я хотел бы обратить ваше внимание, что за вот общими словами, которые следовали во время оценок этого визита, как-то замылился один факт, что Украина подписала с Литовской Республикой совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины. Это первый подобного рода документ, который Украина подписала с государством-членом ЕС. Согласно этому документу, Украина не только имеет право подать заявку на вступление в Европейский Союз, но и как бы свидетельствует о том, что Литва берет на себя определенные обязательства продвигать наши интересы и поддерживать стремление Украины в Европейский Союз. На самом деле позиция Литвы, она бесценна. Она бесценна, потому что Литва
одной из первых поддержала нас в самые трудные дни 2014 года, когда началась, собственно, непосредственно уже началась аннексия Крыма. Поддержала в первые же дни, когда началось прямое вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины в Донбассе. Поэтому, ну что ж говорить, время все расставляет на свои места. И, как оказалось, не русские с украинцем братья навек, да, а вот украинец с литовцем братья навек. Я, конечно, очень благодарен президенту Литвы за то, что он вспомнил битву под Оршей. Кстати, по выражению лиц некоторых народных депутатов, я так понял, что они впервые услышали про это. Но, с другой стороны, судить за это нельзя. Все мы учились по ну или большинство из нас учились по советским учебникам истории, где, вот смею вас заверить, я специально перепроверил, никакой информации про это сражение не было. Поэтому, если коротко, вот, скажем так, подводить резюме ответа на ваш вопрос, насколько нам ценна позиция Литвы, она бесценна, еще раз. И действительно, и военная, и финансовая, и прежде всего политическая помощь Литовской Республике, ну, да, на самом деле выводит Литву в не просто стратегические партнеры Украины, а действительно ставит Литву в один ранг с самыми преданными нашими друзьями. Скажите, а какие могут быть еще договоренности даже в экономическом плане для укрепления взаимодействия Литвы и Украины в противостоянии российской агрессии? Вы понимаете, вопросы экономических договоренностей – это вопросы все-таки бизнеса. Литва не настолько богатое государство, чтобы помогать нам в одностороннем порядке. Тут, в общем-то, экономика Украины потенциально даже на несколько порядков впереди. Литва все-таки маленькое государство. Тут важно другое, насколько Литва может отстаивать интересы и свои, и нашей страны перед ЕС, перед Соединенными Штатами, перед странами Большой Семерки. Вот, кстати, заявление господина президента Литовской Республики относительно белорусской электроэнергии, оно действительно тоже знаковое. Мы знаем про... я так скажу очень мягко, некие неурядицы на нашем энергетическом рынке. Мы сейчас не будем останавливаться на этом подробнее, потому что это тема для отдельного разговора. Но, тем не менее, видите, этот факт на слуху, в том числе и в европейских странах. Да? А мы можем отказаться от этой идеи? Есть ли у нас альтернатива помимо белорусской АЭС? Ну, еще раз, вопрос энергорынка в нашей стране – это такая штука запутанная-коррупционная. И на самом деле, вот сколько я общался непосредственно с конкретными аналитиками энергорынка, то тут мнения расходятся приблизительно 80/20, что мы можем отказаться в непиковые часы нагрузки на наши электросети полностью от белорусской энергетики, электроэнергии. Но, понимаете, это все вопрос, опять же, экономики. Почему? Потому что себестоимость белорусской энергии, которую мы покупаем, она как-то вдруг оказалась дешевле, чем та электроэнергия, та энергия, которую вырабатывает Украина. Но на самом деле, еще раз говорю, это вопрос касательно ценообразования на энергорынке, касательно разных логистических схем, и он является предметом отдельного разговора. На самом деле это вопрос реально на сегодняшний день больше политический, потому что, покупая электроэнергию у Беларуси, мы тем самым не только поддерживаем Российскую Федерацию, но и поддерживаем преступный режим диктатора Лукашенко, который, в общем-то, является после всех последних событий, недавних протестов в Беларуси, не просто рукопожатным в Европе, он является преступником, который, в общем-то, подтасовал результаты выборов и захватил единолично власть, хотя у него была, но он как бы
ее не отдал на законных основаниях. Поэтому вопрос больше политики. Ну и про энергорынок мы можем поговорить как-нибудь в другой раз. Обязательно. Давайте вот еще что обсудим, учитывая, что президент Литвы в очередной раз высказал свою приверженность и заинтересованность в крымской платформе, а вчера вы наверняка также слышали заявление стран G7, министров иностранных дел стран G7, которые также поддержали эту инициативу и выразили решительную поддержку территориальной целостности Украины. Я предлагаю напомнить нашим зрителям, о чем шла речь в их заявлении. Давайте послушаем цитату. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Участие каких стран укрепит крымскую платформу и сделает ее эффективной? Ну, несколько замечаний. Во-первых, вектор, который развернулся в мировой политике после, скажем так, прихода президента Соединенных Штатов Байдена к власти, но он полностью, так скажем, проукраинский, и расценивать это можно однозначно позитивно. Конечно, крымская платформа, чем она будет шире по составу, тем это будет большая дипломатическая поддержка нашей страны. Мы прекрасно с вами понимаем, мы реалисты, что вернуть Крым при действующем президенте Российской Федерации невозможно. Невозможно, очевидно, это будет сделать мирным путем, по крайней мере, ну и в ближайшие годы после того, как он отойдет от власти. Но тем не менее, постоянное политическое, дипломатическое давление, не сведение темы вопроса Крыма к нулю, а постоянное поддержание резонанса в мировом сообществе к этой теме, конечно же, повышает шансы на то, что справедливость будет восстановлена, и Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Обращаю ваше внимание, что вот в этом знаковом заявлении Большой Семерки было подчеркнуто отдельным предложением права крымско-татарского народа. А также то, что в Евросоюзе и страны Большой Семерки знают о том, что, в общем-то, Российская Федерация всяческими незаконными путями пытается, ну, не то что активистов, а вообще хоть людей, которые хоть даже рядом стояли, как так или иначе, простым языком закрыть, кинуть за решетку и так дальше. Ну, вот последняя ситуация с фрилансером Радио Свободы Владиславом Есипенко лишнее тому свидетельство. Поэтому то, что это заявление прозвучало, но это однозначно позитивный сигнал. И крымская платформа, которая, вот кстати-то, многими экспертами оценивается как, ну что ли, такая, знаете ли, политическая надстроечка, которая не имеет реальных рычагов воздействия. Но вот я им хочу возразить, да дайте срок. Рано или поздно крымская платформа, вот это давление на дипломатическом и политическом уровне, оно даст свои результаты. Еще раз, ну просто нужно запастись терпением. Украина не та страна, которая может военным путем вернуть свои территории. Поэтому других шансов у нас нет. А может, в рамках крымской платформы, будет возможность разработать новый некий механизм давления на Россию санкционный? Вы понимаете, на самом деле санкционные механизмы на Российскую Федерацию, они будут расширяться. Почему? Потому что, скажем так, советской терминологией орлы Пентагона почувствовали слабину. Раз орлы Пентагона почувствовали слабину, они уже не дадут спуску действующему режиму господина Путина.
Последнее вот заявление господина Трампа о том, что он фактически согласился с журналистом о том, что Путин является убийцей. Байдена. Да. Да, извините, конечно, я оговорился, такая оговорочка по Фрейду. Да, Байден о том, что он считает Путина убийцей, делает президента Российской Федерации полностью нерукопожатным не только в Соединенных Штатах, но и фактически в Евросоюзе. Ведь дело в том, что ни для кого не секрет, я не первый, кто про это говорит, что для Путина очень важно признание его в мире, признание его в ЕС, Соединенных Штатах, в Японии, как мирового лидера, с которым можно говорить на равных. После этого заявления, очевидно, не нужно быть большого рода прогнозистом, чтобы заявить следующее, что постепенно ситуация и с отношениями с Францией, с Италией, возможно, чуть впоследствии с Германией приведет к тому, что действительно Путин не будет общаться ни с кем, кроме представителей тех стран, которые будут приезжать к нему на шабаш 9 мая, когда он будет отмечать очередную годовщину так называемой победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. То есть это страны явно не демократические третьего мира. А в Европе, и тем более в Соединенных Штатах и Канаде, никто с этим человеком больше говорить не будет. Мы к Соединенным Штатам еще перейдем и подробнее обсудим всю эту перепалку между Байденом и Трампом. Я бы хотела обсудить с вами еще одну оккупированную территорию — Донбасс, учитывая, что недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сделал такое заявление. Он рассказал об итогах встречи политических советников лидеров стран Нормандской четверки, и Ермак во время встречи предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента України. Вот цитат. Україна, як ніхто, зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі. Режим прекращения огня, то есть вообще как он был или его не было? Вот о чем сейчас говорит Ермак? Вот, буквально сорвали с языка. Более чем странная цитата. Почему? Потому что буквально все спикеры и Офиса президента, и действующей власти как мантру твердят нам о том, что режим прекращения огня продолжается. И, собственно, все то, что происходит, и вот то, что буквально вчера погиб очередной украинский воин, это, так называется, провокации боевиков, не более того. Как будто бы есть большая разница, погибает один наш герой, либо их погибает несколько. Вы понимаете, на самом деле режима прекращения огня не было фактически ни одного дня. Каждый день к нам приходят сводки с фронта, что либо обстрелы, либо провокации, либо у нас есть раненые, либо убитые. Это не называется режим прекращения огня. А то, что говорит Ермак в той цитате, которую вы привели, это не более чем такой, знаете, дипломатический язык Эзопа, который сводится к тому, что необходимо к вот этому режиму прекращения огня, так называемому, привлечь еще дополнительных подписантов. Возможно, это такая попыточка, что ли, в очередной раз возобновить Минский процесс, но в другом формате, и привлечь к нему Соединенные Штаты, без которых, в общем-то, Минский процесс, как свидетельствует история всего, начиная от момента его подписания до сегодняшнего дня, не является стопроцентным и полноценным. Обратите внимание, как поменялась риторика главного на сегодняшний день представителя Украины в трехсторонней контактной группе президента бывшего Леонида Макаровича Кравчука, который еще несколько месяцев тому назад пел, что называется, песни, рассказывал нам сказки про возможную реинтеграцию Донбасса через создание каких-то там свободных экономических зон и прочее. Такая, знаете ли, советская
риторика начала, вернее, конца 80-х годов, и как изменилось его мнение, ну, либо те посылы, которые ему доносят, относительно того, что, оказывается, Российская Федерация не хочет мира на Донбассе. Конечно же, нет. Почему? Потому что Донбасс является тем рычагом, с помощью которого Российская Федерация в любой момент может надавить на Украину для решения каких-то своих интересов, либо сиюминутных, тактических, либо стратегических. Но в любом случае, пока на территории Донбасса есть российские военные, пока на территории временно оккупированной части Донбасса есть российские военные советники и так называемые республики, квазиреспублики ДНР, ЛНР полностью финансово зависят от Кремля, то, в общем-то, Кремль будет за это держаться до последнего. И действительно, по большому счету, минский формат зашел в тупик, и вспомните, еще буквально год назад нам обещали какой-то план «Б», если в течение года президенту Зеленскому не удастся достигнуть мира на Донбассе. Мир достигнут? Нет. Да, где же не то, план что «Б»? план Б. Говорили, будет 5 возможных вариантов урегулирования. 5 сценариев, да. 25 Ну, хотя бы сценариев. один Но пока что предложили. мы ни один из них не видели. Давайте подключим сейчас к нашому ефіру Віталія Паранова, підполковника запасу, ВО-командира 80-го аеромобільного десантного батальйону. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Можем ли мы сказать, что сегодня на востоке Украины идет эскалация? Ну, діло в тому, що сказати, що вона йде, вона завжди була, вона як такова, просто що вона була то гостра фаза, то менша фаза. Це було, як вам сказати, це була постійна рана, яку Росія на свій розсуд, то вона більше робила, щоб вона кровоточила, то менше щоб кровоточила. Але вона завжди кровоточила, ця рана, тому там ескалація, вона завжди була і буде. А зараз яка ситуація? Більше чи менше? Ну, трошки менше, ну як, в порівнянні з 14-15 роком, звісно, що воно, ця фаза ще взагалі, можна сказати, тиха, але вона ніколи, ну, не була там, щоб була взагалі режим тиші, він завжди супроводжувався застосуванням зброї зі сторони противника. Я просто почему спрашиваю? Я объясню, почему я спрашиваю, потому что я пытаюсь понять смысл заявления Андрея Ермака, главы Офиса президента, который сказал, что в рамках встречи советников лидеров Нормандской четверки он призвал возвращаться к режиму прекращения огня на Донбассе. Вот как вы понимаете это заявление? Я заяву цю приймаю так, що це не що інше, як просто заява. У нас режим тиші, він був до цього прийнятий, його ніхто не відміняв. Просто що протиборча сторона, наш ворог, вони використовують цей режим тиші в своїх цілях. Якщо їм вигідно, вони його використовують, але використовують з користю. Чому замовчують про те, що режим тиші ми виконуємо, вони не виконують, але використовуються в своїх цілях, укріплюючи свої оборонні рубежі, займаючи якісь там, продвигаючись або займаючись якісь свої вигідні для себе оборонні позиції. Тому режим тиші використовувався завжди ворогом в своїх цілях. А там, де їм не було вигідно, вони його не дотримувались. Але завжди вони тримали наших військових, завжди в такому тонусі і використовували завжди озброєння тоді, коли вони рахували за необхідне. Пане Виталию, скажите, верите ли вы в то, что можно урегулировать ситуацию на востоке Украины в рамках Минского процесса, в рамках нормандского формата? Мінського формату ні, нормандського формату. Ну і діло в тому, що ви зрозумієте, що урегулювати як його регулювати? Тільки поверненням території. На що Росія ніколи не дасть згоду, і вона буде це використовувати в своїх цілях і буде видавлювати, або якщо й буде продавати, то за дуже дорогу ціну для України. Тому я думаю, що врегулювати цей конфлікт
нормандському форматі, тим паче в Мінському, ми не зможемо. Я думаю, що прийде час, коли ми, так же як Нагорний Карабах, звільнимо свого часу. Сколько это может занять времени? Я хочу сказати, що це залежить від нашого керівництва, від укріплення нашої обороноздатності, від розбудови Збройних сил. Чим швидше ми розбудуємо Збройні сили, чим швидше вони стануть сучасними і боєздатними, тим швидше ми зможемо звільнити нашу територію. Дякую дуже, пане Віталію. Чохсагл у нас Віталій Баранов був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вот сейчас появилось такое информационное сообщение. Вы знаете, сегодня заседала РНБО, и значит, по итогам Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и группы бывших топ-чиновников их периода. Об этом заявил секретарь РНБО Алексей Данилов во время брифинга. Также под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, Валерий Грицай, Вадим Колесниченко, Сергей Курченко, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко. По словам секретаря РНБО, большинство из перечисленных уже являются гражданами РФ. Вот пока что такая предварительная информация. Что скажете? Сейчас обязательно прокомментирую, но хотел бы сделать небольшой шаг назад и вернуться к предыдущей теме. По поводу мира на Донбассе, поверьте, важная информация. Вы знаете, на самом деле это не заявление Ермака важно. Важно, ключики от мира лежат в Кремле. И вот есть такой персонаж в Российской Федерации, некто господин Прилепин. Это, как сейчас говорят, молодой, относительно молодой аналог Жириновского. Жириновский дряхлеет, ни для кого не секрет, что раньше через Жириновского Кремль вбрасывал определенные информационные шары и проверял, как это будет воспринято в обществе. Так вот, господин Прилепин буквально на днях заявил, что Донбасс необходимо в срочном порядке принять в состав Российской Федерации. Вот это тревожно. Почему? Потому что все темники, которые сливаются в телеграм-каналах, да и, в общем-то, непосредственно по работе вынужден периодически, преодолевая, кстати, работный рефлекс, просматривать ток-шоу, которые идут на российских каналах, риторика обостряется. И поэтому следует, очевидно, ожидать в ближайшее время каких-то провокаций, и нужно быть к этому готовым. Теперь, отвечая непосредственно на ваш вопрос относительно решения СНБО, вы знаете, из всех тех перечисленных фамилий, по-моему, сейчас уголовного дела нету только, кроме против господина Табачника и против господина Ткаченко. Ну, можно уточнить. Януковичу вынесен приговор, Азаров приговор не вынесен, но, насколько я знаю, следствие против него не закончено. Поэтому санкции, ну, слушайте, на самом деле последнее решение РНБО, им можно, что называется, аплодировать стоя. Но вот сегодняшние санкции, ну, я, честно говоря, не вижу, как это может ограничить экономические свободы перечисленных. Но, может быть, идет речь о блокировании активов, которые остались здесь? Да дело в том, что те активы, по крайней мере, про которые известно в средствах, в свободных источниках, в средствах массовой информации, они так или иначе либо выведены уже из территории Украины, либо переведены на других лиц. Там отдельная ситуация с господином Курченко и с его офшорами, которые контролируют некие энергетические компании. Но все остальные, насколько вот мне известно, конечно, я не член СНБО и не обладаю всей массой информации, они как бы уже априори с правовой точки зрения защищены. Но, как говорится, вода камень точит. Кто еще 2 месяца назад ожидал, что будут такие жесткие экономические санкции против господина Медведчука? Поэтому, ну, давайте подождем, по крайней мере,
решения РНБО последние выглядят последовательно. И в этой связи возникает резонный вопрос. Если можно было ввести сейчас санкции экономические против перечисленных лиц, то почему это тогда было не сделано 7 лет назад, 6 лет назад, Да, 5 кстати, лет вот назад? интересно, почему именно сейчас РНБО в последнее время принимает такие довольно важные решения? Ну, есть как бы у меня два ответа на этот вопрос. Один чисто инсайдерский, он связан с не кандидатурой, а с господином Даниловым. Но так как это инсайд, то позвольте я его оставлю за поделитесь. скобками. Ну, я просто не могу ссылаться на людей, которые мне рассказывали эту информацию. Один такой вот посыл просто могу передать, что господин Данилов имеет и имел всегда четкую проукраинскую позицию. И, очевидно, сейчас он может, в общем-то, лоббировать те интересы, на которых он стоит. Но, опять же, это не могу давать ссылку, поэтому оставлю это за скобками. А вот второе объяснение, оно более прозаично, и оно, хотя и носит определенный конспирологический уклон, следующее. Дело в том, что не секрет, что у партии власти и лично у господина Зеленского резко падают рейтинги. Не секрет, что в офисе президента приняли решение о том, что Зеленский будет идти на второй срок президентских выборов. Последнее заявление Арахамии, что слуги народа будут просить президента, дорогой наш, мне это напомнило, кстати, какие-то кадры из Таджикистана, вот, будьте с нами второй раз, но также по инсайдерской информации, которая уже известна, поэтому могу сказать, что в тех кругах политтехнологических, которые окружают господина Ермака и господина Зеленского, принято решение, чтобы главным было, чтобы на второй тур президентских выборов против Зеленского вышел Бойко. И да, вы не слышали еще этой информации? И если все пойдет по их плану, то тогда благодаря вот этим решениям РНБО, благодаря атакам на все пророссийские силы, там, кстати, фактически только господин Демченко остается пока не под ударом, вот, то весь электорат патриотический, проукраинский настроенный, если будет выбор между господином Бойко, который имеет, ну, реально самый большой рейтинг, скажем так, не только в ОПЗЖ, но и у всех сил, которые так или иначе пророссийски настроены не только в южных и восточных регионах Украины, то тогда, конечно, господин Зеленский побеждает в одну калитку. Тут большой вопрос, не является ли это фальшстартом, но, слушайте, господин Зеленский абсолютно нормальный человек с той точки зрения, что он видит, что той поддержки, которая у него была 73%, это все превратилось в пшик. И он задает конкретные вопросы. Простите. Да, ну, когда же это все закончится? Ведь я ж такой хороший, я всем нравлюсь. Ну и вот решили продвигать подобного рода вещи. Ну, опять же, еще раз оговорюсь, просто чтобы те, кто не услышал только первую часть моего спича, восприняли только это, что есть тут две версии. Первая связана с господином Даниловым, ну а вторая с дальним прицелом на президентские выборы и на второй срок господина Зеленского. И обе версии имеют свою логику. Свою логику, ну вот знаете, когда вот первый мой инсайт, я смогу его подтвердить официально, то даю вам честное слово, что я первым из СМИ позвоню на ваш телеканал и это скажу. Спасибо, будем ждать. А пока давайте обсудим США, которые мы уже упоминали с вами вскользь. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, президент США Байден не жалеет, что назвал российского коллегу убийцей. Вот ее прямая речь. Does President Biden regret calling Vladimir Putin a killer? Ні, не шкодує. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання. А Россия
Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после того, как президент Америки Байден назвал Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Президент заявлял желание продолжать отношения, несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира. Как вы думаете, почему, в отличие от российских пропагандистских средств массовой информации, у Путина, у Пескова такая сдержанная позиция? Ну, вы знаете, если внимательно следить, как вся эта ситуация, которая буквально несколько дней менялась в информационном поле Российской Федерации, то как бы все становится на свои места. Угу. Давайте разложим. Вот смотрите, буквально в первые часы после того, когда не Байден, вот я вас поправлю, заявил, что Путин убийца, а он просто, ну, условно говоря, согласился, дал утвердительный ответ на вопрос журналиста. Ну, поднялся, я вот не побоюсь этого слова, шабаш во всех средствах массовой информации, там подключились эти сумасшедшие из отрядов Путина. Соловьев там чуть ли последние волосы у себя на голове не вырывал. И вот все шло к тому, ну вот все, начало холодной войны 3, это официальное начало. Ну вот была полная вот такая вот штука. Посла, я же вам напомню, отозвали для консультаций. А это не так? Ведь обычное вот это... От Байдена оно привлекло, сразу в тот же день обвалился рубль и началась вот эта истерика. То есть, по сути, вот это обычное может окончательно рассорить две страны. Ну, это не то, что расстроить две страны. Вот вы знаете, по поводу Байдена сейчас очень много эйджизма. Эйджизм это понятие, которое осуждает людей только на основании возраста. Но поверьте мне, случайные люди в любом возрасте не становятся президентами Соединенных Штатов. Поэтому вот это вот угу, оно было 100 раз продумано и 100 раз спланировано. В Вашингтоне работают такие политтехнологи, до которых и нашим, и российским еще расти и расти. Поэтому не то, что вот рубль обвалился, хотя, в общем-то, последние тренды идут обратно, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, очевидно, в Кремле решили дать заднюю. Решили дать задний ход немножечко всей этой риторики. И вот эта вот смешная, которая попахивает реально старческим маразмом, ответ, так называемый ответ Путина Байдену, что кто обзывается, тот так и называется, да, тут кто только лениво не вспомнил ябеду-корябеду, не вспомнил, там вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, то есть вот такой политическое, что ли, зашквар легкий от действующего главы ядерного государства. Но после этого градус накала в российских ток-шоу и у основных российских пропагандонов, которые через средства массовой информации, прежде всего через социальные сети, доносят до нас какую-то инфу, он резко упал. И сейчас, конечно, основное все ведется разговор о том, что Путин предложил Байдену продолжить дискуссию. Ведь вы вдумайтесь, дискуссию. Вот тут очень меня повеселило. Дискуссию относительно чего? Того, что он убийца? Или дискуссию вообще? Так вот, продолжить дискуссию в онлайн-режиме. Ну, на что Соединенные Штаты отмалчиваются. Насколько я знаю, сегодня пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден будет завтра в Джорджии, ну а потом они посмотрят. Сегодня уже корреспондент Bloomberg сообщил, что Байден ответил на это, и ответил он таким образом: придет время, поговорим. Придет время, поговорим, придет время и с Зеленским по телефонам поговорим, и с Путиным поговорим. Ну, вот все но, как говорится, всему свое время. Пане Володимир, я все-таки хотела вот понять. Вы сказали, что Кремль решил дать заднюю, а почему? Это ж вообще не традиционно Кремлю. Это ж как-то даже не по-пацански, не по понятиям. Не по-пацански, но... Вы забываете про одну такую штуку. У Кремля зависли многомиллиардные инвестиции в Северный поток-2.
Решать проблему с Северным потоком-2 – это, в общем-то, дело, это не престиж Российской Федерации, это не экономика России. Тут вопрос гораздо более важный. Это вопрос личного кармана господина Путина, людей из «Газпрома» и всего кооператива «Озеро», которая руководит сейчас всей Российской Федерацией. Поэтому, в общем-то, Россия, как мне кажется, и пошла на попятную. Не случайно вот давеча прозвучало заявление от Германии о том, что она готова реализовать некие экономические проекты в Украине, если Соединенные Штаты снимут санкции с этого проекта «Северный поток-2». Поэтому на самом деле все просто. Вы знаете, в советские времена была одна очень хорошая пословица. Вот такая пословица среди дипломатов понаходила. Не ищите нигде проблем. Если вы во главу угла поставите рубль, ну рубль имеется в виду не российский, не советский, а рубль как денежная единица, Я понимаю. то сразу все становится понятным. Так вот, если вы поставите во главу угла вот этой вот подачи назад рубль, то все станет понятно. С Северным потоком-2 надо что-то решать. Давайте вот «Северний поток-2» сейчас обсудим вместе з Павлою Кухтою, першим заступником міністра економіки в 2019-му, тимчасово виконуючий обов'язки міністра економіки України в 10-х роках. Пане Павло, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, дожмут ли американцы санкциями «Северный поток-2», достроят ли его и введут ли в эксплуатацию? Ну, давайте так. Сейчас есть такая полная, я бы сказал, поддержка того, чтобы остановить Северный поток в Конгрессе и Сенате. А вот администрация президента Байдена, по сути, внешнеполитический блок еще только формируется. И они, по сути, вырабатывают свою позицию. То есть, наверное, шансов больше, что они такие выступят на нашей стороне, тут на стороне Украины, и, в общем-то, остановят Северный поток. Но, наверное, еще рано вот точно сказать. Потому что просто уже администрация недоформирована, поэтому позиция еще недоформирована. То, что я знаю, что в Вашингтоне они как бы это обсуждают. Немцы со стороны, которым, в общем-то, выгоден там, сильное лобби у них этого Северного потока, они скорее лоббируют, чтобы его дали достроить. Вот. Ну и посмотрим, какой будет результат. Но я все-таки надеюсь, что в том числе при активном участии как бы, нашей стороны удастся этот проект остановить, потому что, безусловно, это опасно для нашей страны. А вот чем опасно? Давайте предположим, что «Северный поток» достроили и запустили. Что это означает для Украины, для нашей энергетической безопасности и экономической, в конце концов? Ну, смотрите, это позволяет начать обходить наши транзитные мощности. Да, там частично они первым Северным потоком, другими проектами обходят. Ну, будут обходить еще больше, там, особенно если на полную мощность, это Северный поток плюс. Это я, честно говоря, не скажу вам сейчас из головы цифры, но, по-моему, значительную часть, там, больше половины того, что они сейчас все еще гонят через нас, они смогут туда пустить. То есть, в общем-то, это вопрос больших денег для нас. И в какой-то степени энергетической безопасности, хотя, ну, мы из Европы, если что, сможем себе качать газ, поставлять газ. В Украине огромные естественные хранилища газа. Зачем Германии газ с точки А с точки Б без опции хранения этого же газа? Ну, меньше посредников, ближе там, транспортное плечо. То есть, в принципе, если кто-то понес расходы на этот Северный поток, то есть в данном случае Россия в значительной степени, то, в принципе, это им экономически выгодно. Да? Безусловно, определенная бизнес-логика в этом для их компаний есть. Поэтому достаточно сильные группы внутри самой Германии это лоббируют. Но они же должны тоже быть предусмотрительными. А вдруг какая-то авария с Северным потоком-2, а транзита через Украину уже нет? Ну, поэтому в Германии не все это поддерживают. В общем-то, кто понимает, что не так выгодно зависеть от России, они как бы больше против. В общем-то, это на самом деле очень давняя история. Еще с тех пор, как Советский Союз начал поставлять газ в Европу, в принципе, там все время такая идет борьба между теми, кто не хочет становиться энергетически зависимыми от России, с теми, кто хочет заработать денег.
Дякую дуже, пане Павло. Чухсагунус Павло Кухта був з нами на прямому зв'язку. Перший заступник міністра економіки в 2019-му, виконуючий обов'язки міністра економіки України в 2010 році. Пане Володимире, резюмируя, каков ваш прогноз? Достроит ли все же Северный поток-2 и делают ли сегодня нынешние санкции США завершение его невозможным? Я хотел бы добавить несколько цифр. Во-первых, если Северный поток действительно достроят и запустят, но запустят на 100% мощности, тут нужно различать эти понятия. Но это отдельный разговор. Так вот, Украина полностью потеряет свою роль транзитера, а это вопрос приблизительно 3-4 миллиардов долларов в год. Поэтому, конечно, это кровный интерес Украины не допустить это. Но достроят ли? Вы знаете, при сегодняшних раскладах, при сегодняшнем давлении и при сегодняшних раскладах в Соединенных Штатах, при приходе в администрацию таких людей, как Энтони Блинкен, при приходе в такого, как новый глава ЦРУ, которого вот буквально недавно утвердили в Соединенных Штатах, то у меня гложет смутное сомнение, что Кремлю удастся этот процесс, этот проект в полной мере. Я не исключаю вероятность того, что Северный поток будет достроен, Северный поток-2 будет достроен, скажем так, через год, через два. Но вопрос в другом. Заработает этот проект или нет? Насколько будет давление Соединенных Штатов на Европейский Союз в том, чтобы не потреблять российский газ. Ведь понимаете, Северный поток-2 на самом деле это просто труба. Да, ну не одна труба, конечно, а несколько труб. И, кстати, вот относительно авария там, насколько, когда я знакомился с проектом, не только маловероятно, но есть несколько там альтернативных, скажем, ну по-простому, труб, да, по которым дальше может идти газ. Поэтому там авария тут должна быть какая-то глобальная, чтобы он остановился. Но вопрос в том, что сам по себе это просто труба. А вот насколько эта труба будет наполняема и насколько Германия готова стать настоящим хабом газовым и не зависеть от своих соседей Словакии, Венгрии, от поставок газа из Норвегии и так дальше. Вот это очень большой вопрос. Дело в том, что первоначальные расчеты, когда вот только Северный поток-2 закладывался, рентабельности этого проекта действительно были очень высоки. Но с самого начала эксперты, и, кстати, это эксперты российские, независимые, ставили под сомнение эти цифры. Но на сегодняшний день у Кремля просто нет другого вопроса. Ну, вложены миллиарды долларов. Причем, еще раз повторю, вопрос это не в экономике России. Это вопрос кармана Путина и его друзей. Ну, это а вот «Газпром», за это... конечно. Да, они перегрызут горло кому угодно. Поэтому они будут идти на попятную, они будут соглашаться с Байденом. Я не исключаю, Путин скажет, да, я убийца. Хорошо, только давайте Северный поток-2 достроим. Понимаете, это вопрос кровный. Это то, что их реально держит за глотку. Поэтому они будут делать все. Ну, а Байден, слушайте, ну мы уже поняли, что этот человек очень жесткий, очень серьезный. И на задний он просто так не пойдет. Поэтому вот я согласен с господином Кухтой о том, что у меня есть хорошие предчувствия в этом направлении. Дякую дуже, пане Володимире. Спасибо вам большое, что были с нами на протяжении всего этого блока. Владимир Коваль, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Ну а я, к сожалению, с вами прощаюсь. Но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». Далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев в программе «Прайм». Желаю всем хороших выходных. До новых встреч.